Теймураз Хиндба учится на втором курсе аспирантуры Академии наук Абхазии. Еще будучи студентом экономического факультета, с удовольствием писал статьи и доклады. После решил продолжить научную деятельность, которую сегодня успешно совмещает с работой госслужащего. Диссертация со сложным названием «Цифровая экономика в Республике Абхазия. Перспективы и необходимость» готова на треть. Теймураз рассказывает, что выбранная им тема сегодня как никогда актуальна. Эта тема мне близка. Одно время я начал изучать цифровую экономику, она мне понравилась. А потом я обнаружил, что в Абхазии нет ни одной научной работы по этой теме. И вот только сейчас у нас уже предпринимаются какие-то попытки на уровне государства в развитии цифровизации. Поэтому я решил, что в Абхазии это сейчас перспективно, это необходимо. И моя работа, возможно, я надеюсь, станет как раз-таки вот фундаментом для дальнейшего развития ее в научном сообществе. Все мои друзья говорили, что зачем это тебе? Я всем объяснял, что мне это нравится. То есть я вижу, что я могу что-то принести новое. Поэтому я хочу поработать над этим, я хочу попробовать и надеюсь, что у меня получится. Давид Ардзенко уже заканчивает обучение в аспирантуре. К лету планирует завершить диссертацию. Молодой человек занимается преподавательской деятельностью, увлекается историей. Однако основным своим ремеслом считает экономику. Именно по этому пути Давид решил продолжить обучение. Я для того и поступил в аспирантуру, чтобы попробовать себя в научной среде. Как бы со студенчества попробовали писать статьи, но, конечно, уровень тех статей и то, что получается сейчас, это уже разные вещи. Но попробуем. Для начала нужно защититься, посмотреть, на что я способен, а дальше уже попробуем как бы во благо нашей республики какие-то интересные научные статьи писать и обсуждать их в общественности. В нашей стране аспирантура действует в Абхазском государственном университете и Академии наук. В аспирантуре АНА готовят специалистов по истории, археологии, этнологии, литературоведению, биологии и другим специальностям. Форма обучения очная. Занимаются аспиранты по индивидуальным учебным планам. Это самостоятельная работа над исследовательской темой, творческое общение с научным руководителем и занятия по общеобразовательным программам. Мы смело можем сказать, что ряд наших аспирантов, окончивших аспирантуру, выходит на защиту кандидатских диссертаций. Например, Инал Гицба написал работу по поэзии Баграта Васильевича Шинкуба, и мы надеемся, что в этом году его работа будет обсуждена в отделе и состоится защита. Также написала работу по абхазской народной хореографии наша выпускница Асида Гумба. Работа обсуждена в отделе этнологии, и также в скором времени предстоит защита кандидатской диссертации. В данный момент в аспирантуре АНА обучаются 18 аспирантов. Все они моложе 35 лет. Без молодых кадров наука не может развиваться, убежден Валентин Кугония. Конечно же, науку идут не так, как нам хотелось бы, но все же у нас есть идут молодые, перспективные, талантливые кадры. И думаю, что это будет хорошая смена нынешних маститых ученых. Как вы думаете, как мотивировать молодых людей заниматься наукой? Естественно, надо материально заинтересовывать. Наши аспиранты получают стипендию в размере 5000. Это, конечно, немного, но будем надеяться, что размер стипендий будет повышаться. И мы всячески способствуем тому, чтобы наши аспиранты смогли выезжать в научные центры Российской Федерации, принимать самое активное участие в научных форумах. Считается, что люди науки больше ориентируются на мотивы нематериальные, социально значимые и личностные. Наука – это в первую очередь призвание, долгий кропотливый труд, требующий как минимум нескольких лет исследований, прежде чем появятся весомые результаты. Наука – вещь такая, которой сложно заниматься, и это все-таки больше творчество. То есть у тебя должно быть не просто желание, у тебя должна быть поставлена цель, что ты должен понимать, что тебе придется сидеть не просто несколько часов, тебе придется сидеть днями и ночами. Но я считаю, что до молодежи можно и нужно донести правильным образом, что это необходимо, это правильно. Но наукой заниматься повсеместно и все это не смогут, это невозможно.
То есть кто-то должен заниматься наукой, естественно, кто-то должен заниматься спортом, кто-то должен заниматься бизнесом, кто-то художественной деятельностью, обязательно, каждому свое. Аспирантура – первый шаг на пути становления ученого. Она предоставляет возможность не только заняться исследовательской деятельностью, но и поработать над собственными проектами. Дает глубокие знания и, конечно, высокий социальный статус. Ведь не зря говорят, ученый всегда водит, а не ученый следом ходит. Эсма Гуланзе, Раму Камке, Абхазское телевидение.